Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы начинаем нашу передачу, и у нас сегодня в гостях Эмилия Алиева, член Союза журналистов, автор редакции «Искусство слова». Эмилия, привет, наконец-то. Здравствуйте, Петр. Да, мы с тобой знакомы с 2000-х годов. Может, даже мы уже, наверное, уже давным-давно перешли на «ты». Можно? Крайний раз мы с тобой виделись лет 5 назад. Да, где ты была и все такое? Ну, когда мы крайний раз виделись на соревнованиях по спортингу, где вы были участником, а я снимала фильм, тогда у нас была творческая студия «Авиаграфик» с моими друзьями творческими, которую мы организовали, и мы занимались съемками имиджевых видеофильмов. Чуть позже у меня был бизнес-проект, сначала в Якутске, который мы здесь продали, и аналогично мы открыли уже в Москве. Пандемия внесла, конечно, свои коррективы, пришлось вынужденно закрыть бизнес. Ну и тогда я уже решила поехать навстречу своей мечте, пожить в Северной Осетии, на исторической родине. Историческую родину. Историческая родина по линии моей мамы, чтобы, да, Северный Кавказ в составе России. Да. Потому что, оказывается, многие вполне себе образованные люди думают, что Кавказ — это что-то отдельное от государства, но нет. Часть Кавказа наша. Ну вот Закавказье не наше, а вот весь Кавказ северный — это наш. Часть, да. И там я стала по воле судьбы госслужащей. Сначала работала в избиркоме республики в качестве помощника председателя, а позже работала пресс-секретарем. Обо всем, скажем так, по порядку, да? Хорошо. Кстати, я все время забываю людей, своих гостей, благодарить, что они приняли участие, тем более, что ты так оперативно согласилась, да? Вам спасибо. И так как у нас все-таки кулинарный проект, мы его называем «Кулинарное ток-шоу», с чем ты к нам сегодня? Я смотрю, у тебя огромный кусок сыра. Что будешь готовить? Масштаб проекта виден здесь по продуктам, масштаб, да, серьезно. Изначально я думала, что я приготовлю якутские лепешки, как бы показать дань уважения культуре народа, среди которого я родилась и выросла, но мне сказали, нужен национальный колорит. Поэтому я иду на встречу съемочной редакции, съемочной группы, и сегодня мы будем готовить осетинский национальный пирог. Да. Ну, то есть ты осетинка, собственно, осетинская? Ну, моя мама осетинка. Да. Я дитя интернационального брака, папа азербайджанец. Вот. Но поскольку я сейчас в Северной Осетии, давайте чему научилась, то и покажу. Да. Ну, я так понял, с готовкой на «ты». Раньше я была на «ты», но пока я там-сям жила, я думаю, что, возможно, у меня будут какие-то грехи, поэтому строго прошу не судить. Ну, ничего страшного. Учитывая, что первые булочки я испекла в 5 лет, правда, без сахара, я думаю, что ручки помнят. Нам для нашего осетинского пирога потребуется мука. Для того, чтобы замешивать тесто, вода, куда мы буквально 5-6 грамм дрожжи будем разводить, сыр, соль и подсолнечное масло. Ну и терка, естественно. Сыр натирать. Да. В чем отличие осетинского пирога? Ну, ты продолжай, начинай и рассказывай, потому что как бы время у нас не резиновое, как мы сейчас будем повторять. Обязательно. Осетинский пирог — это такой традиционный, я бы сказала, это сакральное блюдо, потому что это блюдо, о котором даже сказано в национальном эпосе нартов, осетинском, да? Это блюдо, без которого вообще немыслимо, в принципе, ни одно застолье, без преувеличения. Но ввиду того, что у нас ограниченное время эфирное, мы приготовим один пирог. Но нужно знать, что ни одно застолье не проходит без традиционных 3 пирогов. Как правило, с них начинается молитва мужчин. Вот. С этими пирогами у нас обязательно идут мужчины в святое место молиться. То есть это такое серьезное блюдо. Когда ты обращаешься к Богу, к высшим силам, обязательно готовят вот эти 3 традиционных пирога. Они безумно вкусные. Я знаю. Они же и с начинкой могут быть. Этот вот сыром. Вот с сыром. Они бывают с мясом, с капустой, с творогом, с картошкой. Ну это как будто вот так закрытая пицца, там, я знаю, осетинские пироги, потому что у нас тоже же появились осетинские пироги. Давно вот, к сожалению, они идут везде. Чуть-чуть по-другому, да? И я бы сказала, что некоторые, к сожалению, готовят так, что, наверное, их надо было бы штрафовать, потому что они наносят непоправимый удар национальной культуре. Ну то есть как бы люди начинают думать, что осетинский пирог вот именно Один такой, депутат нашей
Якутске заказал как-то пироги в Москве во время командировки. Он говорит, я пробовал пироги. И дальше была такая пауза. Я говорю, как впечатление? Ну, если честно, не совсем понравились. Мне было очень обидно, конечно. Вот. Но в следующий раз, когда мы встретились... Ну, то есть такой некие каноны, классические Есть, рецепты, да, прочее, потому что да? я вот в Ютубе... Как должно делаться? Рецепт абсолютно простой, но я смотрю в Ютубе, там кто-то сметану, кто-то яйца добавляет, ну, как сдобные пироги. Импровизирует и это свою эту изюминку добавляет. да, может быть. но это все к осетинской культуре абсолютно. Все гораздо проще. Ну и, соответственно, вкуснее. Мы просеиваем обязательно муку, чтобы у нас тесто было мягким. Воздушное, да. Воздушное, да. Да-да-да. Это... Кстати, обязательно делать же, да? Что? Обязательно, да? Да, делать, обязательно, потому что, чтобы не было комочков, вот это все вот. Ну и чтобы он такое вот рыхлое, воздушное, легкое. Воздушное, легкое, мягкое, и чтобы сами пироги тоже были мягкие. У хорошей хозяйки пироги получаются исключительно мягкими и тонкими. Вот, посмотрим, как у меня получится. И когда мы уже просеяли муку, мы делаем углубление. Куда и Водичку. будем делать углубление, для куда мы будем сейчас добавлять Водичку. воду. Да. Ну, оказывается, я тоже немножко знаю что-то. Ну, вас не зря пригласили ведущим такой программы. Я где-то подглядел. Так. У вас, видимо, друзья, Стина, Петр. Буквально 5-6 грамм мы добавляем дрожжей в... Да, обычные дрожжи. Да. Воду прямо? Мы добавляем воду. Так. Какие-то девушки у нас добавляют дрожжи в тесто вместе с солью. Но мы будем делать вот так. сюда. И соль чуть-чуть. Да, принципы готовки абсолютно у всех, ну, какие-то детали, они могут отличаться, но ингредиенты, они все абсолютно одинаковые. Нам нужно немножко какое-то время подождать. Ну, что пока Так. разведется, После растворится. этого мы воду перельем сюда, замесим тесто и уже будем готовить сам пирог. Ну, в общем, мы тесто замесили, Так, оно надо. должно подняться. Это Какое-то примерно время? у нас где-то полчаса, наверное. Да, мы Обязательно возьмем тесто паузу. нужно Ничего. нам накрыть, чтобы оно было в тепле. Когда зимой в якутские морозы, мы прямо его на батарею. печку, либо на батарею ставим. Вот, все серьезно у нас. Сейчас нам нужно приготовить начинку. Собственно, сыр у нас Это где-то огромный кусок сыра. полкилограмма. Да, ну не такой огромный, наверное. Нет, огромный. В Осетии мы используем национальный традиционный осетинский сыр, Сулугуни, который... наверное? Нет, Нет, сулугуни это осетинский именно сыр, который готовится тоже из желудков, особенно считается хорошим и вкусным. Но здесь мы используем, как правило, российский сыр. Вот его мне нужно сейчас натереть. Это я тот, тебя который прошу. чуть-чуть с кислинкой, со стринкой, да, такой российский. Такой с дырочками. С дырочками вот, даже? который, вот он считается вкусным. Вот этот сыр мы можем, видим, наблюдаем, ну что вот, он вот, тоже, да, такой вот. дырочками. Он немножко вот по вкусу очень даже походит на, ну, сойдет Ну, за понятно. осетинский. Хорошо. Я тебя прошу помочь. Да, Как пожалуйста. крепкого Что ж? мужчину. Нужно мне немножко на мелкие кусочки, ну, на 2-3 части раздели, Давай, пожалуйста, я чтобы я его натерла. Вот так порезать мне, да? Натерла, да. Порезать? Да, будь так добр. Ну, сразу видно. С ножом на ты. Сразу видно нож острый. Спасибо. И вот это все мы обязательно натираем. Все нужно натереть, да? Обязательно. Чем больше начинки, тем вкуснее сыр. Я люблю, Как в случае кашу маслом не испортишь, то ли в этом же случае Тут также только улучшишь в сыр, этом случае. чем больше, хорошо. Да. Ну хорошо, натирай. У меня следующий вопрос. Я слушаю. Эмилия, твой отец был все-таки как бы более к точным наукам, да? Да, а я- Да, а ты пошла в гуманитарий. Он же основатель ФМШ, насколько мне известно. Да, мой папа... Как так получилось? Как отец допустил это? Ну, дело в том, что папы не стало, когда я была маленькая. Вообще мы сюда приехали, как я люблю шутить, мы не понаехавшие, мы по приглашению. Да-да. Папу пригласил сюда ректор университета якутского тогда. На тот момент мой папа работал в Новосибирском академгородке, преподавал. Именно там среди студентов, которые были студенты, в том числе и САХА, он заметил, что именно у них особое какое-то мышление в решении тех или иных задач. Но при этом они всегда приходили к верному решению Ну, то есть тех или другим иных путем, мы задач. пойдем другим путем и приходили. Да, вот это очень его заинтересовало, поэтому, когда он получил приглашение в Якутию, там, в минус 60, там, вот, приехать, он Ну, с в Новосибирске радостью тоже, принял. в принципе, там не... Ну, потеплее. Я там Ну, была потеплее. тоже на научной конференции в студенческие Чуть-чуть годы. теплее. Там чуть теплее, поэтому, когда он получил это приглашение, он, не задумываясь, сюда приехал, работал на кафедре алгебры, физико-математического. Тогда физмат был.
скорее всего. Физико-математический факультет. Да. Но мало кому известно то, что эти факультеты впоследствии были разделены. Это тоже заслуга моего папы, потому что он посчитал, что это абсолютно две разные науки. Они должны Ну да. развиваться самостоятельно. Я как физик могу сказать, что математика вообще не наука. Ну, математики не согласятся, но хорошо. Она прикладная. Ты просто пользуешься тем, что папа... Что я физик. Папа не может дать ответ за это. Папа был фанатом. Мы прикалывались так, да, потому что как Да, физик, потому понятно. что математика же как бы больше используется. По мне так журналистика Нет, я- лучшая профессия. Да. Но почему мне гены не передались, я точно не могу сказать. Ага. У моей сестры склонность была, она абсолютно прекрасна и с математикой, и с физикой, и с биологией. В итоге моя старшая сестра врач-акушер-гинеколог, а я вот Ну, журналист. где-то математики и акушер. Хорошо, Причем в так. журналистику я попала благодаря своей 31-й школе, в которой я училась в городе Якутске. У нас тогда был, Каландрашвили, я да, знаю. был спецкурс по журналистике, которую преподавала тогда Марина Малеева. И именно Марина нас ввела тогда в профессию. Мы вместе работали даже с Мариной. Кто? Вы? Я, да, Да? в начале 2000-х. Так вот, да. я считаю, что это моя такая первая крестная мама в профессии, которая показала нам радио, телевидение. Первая моя заметка была опубликована в газете «Молодая пресса». Тогда редактором была Яна Угарова. Да. Это вот газета для всех школьников. Вот. Ну и затянула. Затянула так круто, что впоследствии я стала работать в газете «Якутск вечерний». и А мне- как туда попала? Сразу? Это же Меня так, пригласили. Я сначала работала в «Комсомольской правде» Якутска, а после этого меня уже пригласили непосредственно в газету в «Якутск вечерний», после того, как я написала какую-то новость с эксклюзивными данными по грядущим детям Азии. Мгм. Ну и настолько мне профессия моя Журналистская. понравилась, и я любила эту работу, вот этот движ постоянный, что где-то я потом посчитала, 4 года я работала без отпуска и без выходных, потому что культурные мероприятия, как правило, проходили в выходные Но. праздники, да, там? Ну, журналисты, как и телевизионщики, не знают выходных, потому что в выходные все отдыхают, а у нас как Ну, раз все время работа. Кто-то стабильно берет 1 раз в год в отпуск. Я 4 года абсолютно работала на таком драйве и, можно сказать, энтузиазме, что потом я когда-то очнулась и думаю, 4 года, Да, дорогая, пора в отпуск. Дайте за 4 года. Вот, ну, отдохнула. Мгм. У меня не получалось уходить в отпуск, мне приходилось увольняться из редакции, уходить вообще, чтобы немножко отдохнуть от профессии. Мгм. Как-то так. Но я считаю, что в «Якутске вечернем» я получила базовые главные навыки, которые сегодня мне пригодились и в Осетии, в госслужбе, и в Москве, когда я вела бизнес и раскручивала его. Кто-то закрывался, а мы с моим партнером продолжали работать активно. Партнершей. Очень, ну, мы познакомились, когда ты работала еще в вечерке, уже работала в вечерке. Да, я как-то так лихо Да, и начала. долго. И долго, Да. да. И это долго было. Мгм. Так, мы еще натираем или что с ним делаем? Ну, натираем, да. Его слишком много. Есть даже такая, как бы, ну не примета, правило. Обычно, если девушка кому-то понравилась, сразу начинает интересоваться. Пироги умеешь печь или нет? Да, ладно. Да. Вот Напрямую? если умеют петь, да, сразу. А. Печь Не умеешь, за какой язык футбольный знаешь. клуб болеешь? Не Алани, а именно... Ну, футбольный, да. Могут про это не спрашивать, а вот именно женские дела. Язык знаешь, пироги печешь. ну, то есть, как бы, путь Да. в сердце все равно через желудок получается. Еще какой. Там еще надо понравиться маме, парню. Да, Все не мы так уже просто. немножко культурологические особенности осетин Есть. начинаем узнавать. Слушай, ну вот пирог, это, как бы, ты сказала, уже такой канонический продукт. А какие вообще еще есть Другие? блюда? Да. Но Классические. есть суп с мясом и картошкой, он называется лывжа, очень тоже с такими хорошими кусками мяса делается. Так, мы... Мы приготовили начинку. Необходимое количество, которое нам нужно будет. Да, я думаю, вот я приготовила побольше сыра, но сейчас я понимаю, что вот этого уже вполне себе достаточно. Поэтому лишнее мы убираем. Сейчас у нас пойдет в ход раскатка, работа с тестом, самая ответственная. Давай. Итак, мы переходим к самому ответственному. Нам понадобится... Тесто и... Да, тесто я хотела бы показать. Оно у нас мягкое. Подошло. Вот, да, подошло уже. Вот, сыр у нас готов, как мы видим. И, соответственно, у нас вот доска.
Ну, раньше хозяйки пекли без круглых досок каких-то, вот. Ну, Сейчас форма именно круглая должна быть? Или не важно? обязательно, Или- А, да? обязательно. А У почему? нас, потому что это тоже, вот я же говорю, Земля, солнце, всё солнце, какие-то вот эти земля, все круглой моменты, да? формы, да, потому что, ну, осетины, у осетин своя религия есть, древняя такая, да, и она, ну, многие сейчас в современном мире называют язычниками, но это не совсем верно. Вот, которые такие вот приверженцы своей культуры, они считают, что, ну, как бы даже некоторые могут обижаться, что, потому что у них свое... Типа, ни разу мы не дикари, да? Между прочим, если смотреть исторически, именно среди всех кавказских народов, ой, это, наверное, говорить не надо, сейчас обидятся другие. В общем, осетины очень склонны к образованию. И по процентному соотношению количество умеющих читать и считать, ну, совсем если древние времена, да, берем, осетины в этом плане были лидерами. Интеллигенты. Вот, да, у нас очень много ученых. Мы видим, да, что мы сделали с тестом. Так, Да? ну Мы да, его да, чуть-чуть да. вот так вот сейчас будем руками мягко раскладывать. Вот можешь попробовать, какое оно мягкое? Вот это, да, вот, Уи. да? Не буду говорить, что мне напоминает, ну ладно. Что же напоминает? Это такое мягкое. Мы сейчас его вот так вот расправим, но лист у нас чуть поменьше, чем нам нужен здесь, к сожалению, да. Ну, поэтому пирог у нас будет не такого большого размера, зато, так. зато плотный. Да, прям руками вот так все разложить. И... Абсолютно все руками. Все делается. Некоторые хозяйки по сей день, прежде чем приступить к изготовлению традиционного осетинского пирога, тоже произносят молитвы. Вот все вот тут, я говорю, серьезно. Ну и сейчас мы... Так, а это вот специально вот так делается? Да, это делается вот такой круглой формы специально. И на... Мы да? кладем, да, положим сейчас в центр и будем закрывать его. Я вот вам прям всю кухню показываю Ну, внутреннюю. как бы процесс полностью, технологический цикл, как должно быть все, да? Как вот, да. Но, опять-таки, я говорю, что техника у каждой хозяйки, она чем-то может, да, отличаться. Ну, чуть-чуть, да. И это нормально. А кто мама готовила? Мама учила? Конечно, Ну. конечно. Моя мама, вот я говорю, даже я перестаралась. Сейчас мы его немножко, ну пусть будет больше начинки, да? Немножко. Так, Да. И вот мы теперь закрываем тесто. да? Вот так делается. И то есть круглый пирог будет? И будет у нас кругляшок красивый. И я надеюсь, вкусный. Вот так вот закрываем. Тыква. Так. Расплющиваем тыкву. И она закрытая, получается. Да, нам надо все это закрыть. Ну, само собой, в духовке сыр расплавится. Тесто Расплавится. впитает сыр. Все, и это будет, да, очень... Мы еще в конце смажем обязательно маслом. Ну вот, да. В традиционной кухне смазывается пирог топленым маслом. Вообще пирог, он может остыть, в горячем виде он прекрасен. Когда он остывает, у него совсем другой вкус. Его на завтрак можно разогреть, опять-таки, с топленым маслом на сковородке. И это будет отдельный вид. Может с собой пищи. поход в горы взять, да? Обязательно. Ну, как бы так, Мужчина у нас всегда с собой на охоту и на рыбалку, куда-то Ну с да, собой ну. всегда. Это энергия углевода. это даже не обсуждается. Но хочу сказать, что я сама, почему я говорю, что я давно не готовила уже, потому что Ну, у тебя классно я получилось. почти 5 лет на ПП. Ну, ручки помнят, оказывается, что-то помнят. Честно, я давно не готовила. Кстати, что насчет вот ПП, правильное питание и все прочее? Как? Вот. Насчет правильного питания, что я поддерживаю его. Я за здоровый образ жизни. Ну, когда кто-то замечает какие-то изменения в моем внешнем виде, я сразу уточняю, говорю, что никаких волшебных пилюль, никаких тем более операций, против которых я абсолютно... Только жесткая работа, сила воли плюс Только характер, да? сила воли, да, и постоянная ежедневная работа над собой. Потому что ежедневно я стараюсь ходить не менее 10, а то и 20-30 тысяч шагов.
Это правильное питание, которое мне рассчитано с тренером, потому что раньше я вытворяла все сама как-то наобум, но потом я как бы начала заниматься и изучать эту тему более пристально. Мужчинам нормально, а гормональная система у девушек, она может абсолютно полететь полностью. Поэтому очень важно это делать вместе в команде с тренером, который это все разбирает, да, чтобы было соотношение углеводов, жиров, белков и так далее. Вот, пироги я, конечно, кушаю, но теперь я понимаю, что... Реже. Реже, и если я в один день пирог съем, допустим, праздник, я понимаю, что вот уже все остальное, углеводы в этот день я уже не принимаю. То есть это постоянный ежедневный контроль то есть над собой. Примерный расчет, да? Вот. И самое интересное, если вы приедете в Осетию, казалось бы, такая вот кухня калорийная. В Осетию, если вы приедете, там абсолютно все, даже взрослые женщины, даже бабушки, про молодых девушек я вообще молчу, это все абсолютно стройные, как правило, женщины. И вот именно поэтому... Что достигается, тем более, что, это, скажем так, довольно такой они такие углеводный. Вот, я шутила, им говорила, ведьмы, они смеются, приготовят, дают семье. Сами как бы тоже стараются следить за питанием, плюс, наверное, активный образ жизни, вот, поэтому... Много ходят, занимаются. Много ходят, может быть, в горы. Да. Но свежий воздух. На Кавказе, как правило, это частные большие кирпичные дома, в которых ты, молодая девушка-невестка, если она выходит и подметает двор не только себе, но и соседям. Домашнее хозяйство все время. Да, поэтому движение у всех хорошее. Поскольку я живу на квартире, у меня совсем другая форма движений. В общем, мы сейчас наш пирог отправляем в духовку. В духовку, да. Мы попросим нашего... Итак, мы убрали наш пирог, нам его пока в духовку, он готовится. Какое-то время возьмем. Давай поговорим. Мы немножко поговорили о питании, правильном питании, о том, что как важно следить за формой. Был у тебя же опыт еще участия в конкурсе красоты. Что это было? Что это было? Вообще, я в разных проектах участвовала. Не потому, что я хотела себя показать или как-то там попиариться, ни в коем случае. Просто я отношусь к категории тех журналистов, которые считают, что нужно принять участие внутри проекта, прожить вот эти все тренировки, репетиции многочасовые, волнения, в полях, как говорится, да, примерку костюмов и так далее, чтобы вот все это закулисье испытать на себе и об этом уже написать. Поэтому я принимала участие сначала и в вокальном конкурсе, когда Зинаида Колодезникова, вот солистка театра оперы и балета, выступала на конкурсе «Две звезды», и мы пели оперу. Да, потом до этого я участвовала в конкурсе «Стань звездой» в цирке. Это был проект, и там я участвовала с Алексеем Гольдеровым, солистом тогда цирка. Нет, это другой Гольдеров. Другой, да? Да. Вот. И тогда я танцевала танго, и даже села на шпагат, и вот сорвали бурную там аплодисменты, мне еще тогда, помню, бриллиант подарили. И вот была финальная такая часть. В 2011 году я приняла участие в конкурсе «Краса Якутия». Мы тогда сидели в редакции с автором проекта Василием Афанасьевым, стилистом, моим дружочком-пирожочком, да, и что-то мы слово за слово начали разговаривать, пока я там писала материал как в качестве информационной поддержки. Я говорю, а давай я тоже приму участие. И Вася на меня так посмотрел и говорит, ты шутишь сейчас? Я говорю, нет, давай докажем, что красота измеряется не в килограммах. Потому что в тот момент я люблю моделей. Это прекрасные девочки, работоспособные, которые часами стоят на фотостудиях, там работают перед камерой. Это огромный труд. Хотя со стороны это кажется, что как будто это просто самолюбование. Но ничего подобного. После некоторых таких многочасовых съемок у девочек мышцы, я знаю, болят так, как условно после тренировки. Но в тот момент какой-то начался такой бум, что либо ты модель, и красивая такая, либо ты вообще, либо ты не девочка. 90-60-90, да. Условно. Если ты не модель какая-то там, то ни в каком-то агентстве не состоишь, что на тебя уже смотреть как-то уже неинтересно. И я ему говорю, давай мы сменим эти стереотипы и покажем, что красота, она либо есть, либо нет. Пусть это не скромно звучит, но на тот момент у меня был лишний вес, конечно, и вот тогда впервые я занялась собой. У меня были 3 тренировки тяжелые, даже 4 тренировки в неделю. У меня тогда было питание, и мой тренер тогда меня довела до такого состояния, что перед конкурсом я еще даже подумала, что как жаль, что я не стала спортсменкой. Я вот почувствовала вот эту спортивную злость перед мероприятием.
как перед соревнованием, и думала, ну, скорее бы уже, потому что в последние дни я уже кушала там рис, который должен был у меня жидкостью впитывать, выгонять, да, из организма. Сушка. Конкретная была сушка, но я почему, я похудела не для того, чтобы там быть какой-то вот супер, я просто понимаю, что работая на сцене, там виден каждый лишний килограмм. И важно было выступить, ну, вот достойно, а не так, чтобы вызывать в жалость Да, и такой ухмылки. Да, или ухмылки. В итоге вполне себе брутальная там группа людей пришла, и вполне себе за меня болели, и успешно прошел конкурс, и я вошла в тройку красавиц титулованных. Да, у меня была ленточка, корона, и я вот стала второй вице-мисс. И я помню, мы стоим с девочками, вот стоим, улыбаемся, и вот это я тоже на себе испытала. Ты вот работаешь на камеру, сюда улыбаешься, сюда, сюда, вот, и я помню Настя Санитарова, которая стала красой Якутии, я говорю, Настя, у меня уже зубы сводит, она, у меня тоже, улыбайся. И вот честно, я испытала, когда вот щеки вот у тебя уже сводит, и ты не знаешь, что дальше делать. Я думаю, что мы тогда сломали немножко, у нас получилось переломить ситуацию. Как сейчас модно говорить, выйти из зоны комфорта, да? Вышло конкретно, и я думаю, что вслед за мной очень многие другие девушки вышли. Что? Авантюристка, да, можно сказать. Да, я не уверена, что я сейчас такое бы повторила бы или я не знаю. Хотя, может быть, есть еще порох в пороховницах. Но это было интересно. Слушай, а у тебя же еще был опыт, вот мы немножко в самом начале упомянули, видеопроизводство. Да. Потом ты оказалась на исторической родине. Вот об этом вкратце, пожалуйста. Ну, видео, оно не связано никак с исторической родиной, потому что между этим... Дальше на исторической родине я работала пресс-секретарем. Это был мой опыт работы в госслужбе. Совершенно я поменяла отношение к госслужбе. Мне казалось, что люди в госслужбе, они абсолютно, ну, ничего не делают. Ну, как будто, да, у нас считается, да, что вот депутаты сидят целыми днями болтают. Ну, или вот спят или чиновники там, да, то есть, ну, кажется, что вот они просто сидят, перекладывают бумажки, может быть, чай, кофе пьют, в потолок плюют, а вот мы-то работаем вот с утра до ночи, да. Платим налоги. Но ничего подобного. Когда особенно выборы, бывало, что и даже в мирное время до проведения выборных кампаний часто бывало, что я задерживала здание, и я буквально чуть ли не последняя уходила из здания, говорила до свидания охранникам из Росгвардии здания, да, до 12, до 11 часов ночи, потому что на информационную работу сейчас мы знаем, что в последние годы, вот даже где-то 5-7 лет назад, началась вот эта ставка на работу в позиционировании, в освещении деятельности вот того или иного органа исполнительной власти. Ну, мне пригодился этот опыт, и могу сказать, что ну, кадр из Якутии где-то даже давал мастер-класс в работе, да, поэтому, да. А что это было? Это был вызов себе или что? Ну, так получилось. Получилось. Я работала на выборных кампаниях до этого периода, как бы, но я работала в штабах, в политических, да, кандидатов предвыборных. Здесь, в Якутии? Здесь, в Якутске. Получается, в Осетии я уже сошла на другую сторону берега, уже изнутри по части организации выборов работала и работала как помощником председателя с функциями пресс-секретаря. Мы ездили на встречи, мы смотрели на избирательных участках, чтобы все было подготовлено так, как нужно, в соответствии с нормами, разработанными в период ковида. Да? Вот. Поэтому ну, тоже такое серьезное... Непонятные времена, когда уже все надо делать по-новому и все прочее. Да, ну, было. Да. И ну, мой руководитель, я бы сказала, такая железная леди Осетии, она такая вот, хоть и женщина, маленькая, хрупкая, но она очень сильно крепко все держала, все команду, там 3 человека, вот всего, 3000 человек в комиссии, да. Это огромная армия, по сути, ну, да. И всех надо держать, и всех надо обучить вот этим новым стандартам, где, куда должен голосующий зайти и с какой стороны выйти, чтобы не состыковаться, где получить маску, а где ручку, ну и так далее. Вот такие моменты, короче, да? Да. Слушай, ну вот, ладно, ты работала, да, ну вот ты приехала на историческую родину, ты же родилась в Якутске, всю жизнь в Якутии прожила, да? Кем ты себя чувствовала, приехав на историческую родину? Когда я одному
своему близкому другу, а он вилюйский, Тустук, когда я сказала, поделилась с ним своими планами о том, что я хочу переехать на историческую родину, я бы сказала, что он даже возмутился. И он мне сказал: ты там жить не сможешь. Я говорю: почему же? Я кошка, я смогу везде. И тогда он озвучил мне такую фразу: ты якутка и по духу, и по мозгу, и ты там жить не сможешь. Там совсем другой менталитет. Ну, да. Вот. Там И могу сказать, что были сложности при адаптации. Ну Конечно, да, в теории... принятие, да. Ну, в теории порядок каких-то там, традиций, там, кухни, я это знаю, потому что, благодаря воспитанию нашей мамы, которая нас воспитывала в тотальном уважении к народу, среди которого живешь, и в таком же тотальном знании своих же обычаев. Чтении своих, да. Да. И несмотря на то, что я это все знала, конечно, пришлось мне себя форматировать. Там, допустим, такой банальный элементарный пример, когда заходит в кабинет мужчина или женщина взрослая, ты обязательно встаешь. И неважно, сколько этому мужчине лет, 50 или 30 или 20, может, он младше тебя, но это мужчина, и ты встаешь. Если это заходит уже руководитель, там, заместитель, допустим, или, не знаю, министр заходит, ты встаешь и стоишь. Вот молча стоишь. И он тебе может сказать: садись, но ты стоишь, показываешь знак своего уважения и почтения. Это вот одна из таких простых совсем особенностей. Но изучаю, поэтому, может быть, благодаря тому, что я люблю общаться, я открыта для всего нового, интересного, поэтому, получилось у меня и, наверное, и приобрести новых друзей, полезные знакомства. И вот сейчас, пока я нахожусь здесь, в Якутии, мне звонят и спрашивают: ты когда вернешься? Даже так. Вот нужна Значит, родине. Приняли как свою? Видимо, да. Воспитание, я хочу сказать, нормы этикета, они абсолютно везде. Неважно, где ты, в Москве, на Кавказе, конечно, в Сибири. Но при этом всегда есть свои особенности, особенно на Кавказе. Обязательно. Да, я соглашусь с этим, потому что я тоже много раз бывал и удивлялся. Да, правда, действительно. Вот что-то приходится, заново изучать. Итак, и напоследок, наверное, Да. Эмилия, то, что ты сейчас занимаешься, это что такое вообще? И редакция искусства слова. Да. Так, я думаю, что на сегодняшний день у меня достаточно опыта, без ложной скромности, объективно оценивая ситуацию. Да. Я отношусь к тем журналистам, которые работали и в газете, на радио, на ТВ, сотрудничала активно и с сайтами, и с журналом, даже какое-то время выпускала, короткое. И работа у меня с госслужбой, в том числе и на выборных кампаниях. Мне это все, я взвесив абсолютно свой прежний жизненный отрезок, понимаю, что сегодня я уже, наверное, морально готова к работе над собственным проектом. Я его назвала «Редакция Эмилии Алиевой. Искусство слова». Оно подразумевает помощь по оказанию в разработке и создании текстов. Это может быть или от самого простого пост для социальных сетей, либо же это какое-то имиджевое интервью для руководителя, либо для политика, позиционирования, эта лепка имиджа политика, это все то, что мне... Приготовить такое классное резюме. Все это мне очень нравится. Не только резюме приготовить, мы знаем, что очень многие политики у нас проводят... Я знаю, что сейчас очень модно ругать чиновников и политиков, но я не за то, чтобы с кем-то там воевать, потому что я человек мира, и я считаю, что, если, конечно, не нарушают какие-то границы личные, я считаю, что все равно у нас есть люди, которые действительно, используя значок мандата, помогают делать какие-то добрые дела, помогают в решении вопросов людям. Но, к сожалению, многие из них как-то скромничают, стесняются, что ли, или, может быть, не знают, как преподнести эту информацию так, чтобы это не выглядело как хвастовство. Хвастовство, как зазнался, только все время о нем. Но отлично от первого лица это всегда можно красиво преподнести. И я считаю, что если человек... Говорят, что добрые дела любят тишину, но я считаю, что о них нужно рассказывать, потому что
не нужно на это смотреть как хвастовство, а нужно смотреть на это как на мотивацию. Вот если он сегодня смог помочь кому-то, ну, почему я не могу это сделать? И я думаю, что такая цепная реакция добрых дел, о которых кто-то сам расскажет, она должна привнести что-то новое, полезное, хорошее нашему обществу. И, может быть, тогда мир будет добрее. Поэтому, если какая-то помощь по текстам, то, ну, как бы, Немножко здесь рекламы, да? это как? Я готова помогать текстами, вот. Ага. А как давно это открылось? Вот буквально как только я приехала, вот Здесь. подпиталась якутским духом. А сколько вынашивала эту идею вообще? Вынашивала я, ну, года 2, наверное, точно. Но я не могла точно перейти к каким-то активным действиям, потому что я, говорю, была госслужащей. И это был такой период работы, когда я приходила, я даже не знала, выходные, не выходные, там, я могла в 7 утра быть... Грубо говоря, времени просто не хватало, да? Мне не хватало не столько даже времени, сколько моральных сил. Ну, я люблю либо делать хорошо, либо не делать вообще. Поэтому я решила, что сначала я доведу федеральные проекты по линии министерства, в котором я работала, а потом уже займусь всем своим. Ну, что Да, и... как говорит мой дядя, всегда старайся все делать хорошо, плохо она сама получится. Это точно. Да, это точно. да, Мудрый всегда. дядя. А? Мудрый дядя. Да, мудрый дядя, да. Мы достаточно много Пока с мы тобой говорили, я проговорили. думаю, что- Мне кажется, у нас уже пирог уже Готов. да, готов. Ну, подходит. 15-20 Давай минут. попросим нашу помощницу, чтобы она вынесла с духовки. Ну и самое любимое время моей передачи Пробовать, пробовать, дегустировать. Да, Всё. дегустировать. Сейчас. Давай. Ну что, Эмилия, кульминация нашего Да. действа. Нам вынесли наш пирог. Я хочу сказать, что пирог делится, у нас разрезается на 8 частей. Это традиция. Потому что 4 части символизируют у нас 4 стороны света, и 4 части это символизируют 4 стихии. Вот. А 4 времени года, я думал, ну ладно. Да, и времени, и в том И числе... стихии. Стихии, времени, 4 времени года и стихии. Я не так сказала что-то? Нет, хорошо. Да. Продолжаем. 4 стороны света, я сказала. Ну, значит, север, юг, запад, восток. И Ага. 4 стихии — это, ну, вот огонь, вода, Воздух. и что там Плазма. четвертое? Шутка. Пусть будет плазма. В общем, нам нужно сейчас разрезать на 4 части. Обычно перед Кто с должен 3 пирогами возносится молитва, но мы эту часть пропускаем, и я прошу вас, Я, да? Да. Ну, да. Мы делим вот, вот да. так, И самое главное, вот так. что осетинский пирог во время разрезания крутить нельзя, потому что это считается кощунством. Вот нужно, да, не отделяя ничего, так прорезал. Вот так. вот, да. Я проверяю. Поэтому- То есть я, соответственно, должен прийти сюда. Да, вот прямо идем раз, Ну и разрезаем вот. Теперь Вот вот, так. сюда проходим. Мгм. Ну и, И вот завершающая сторона, да. Ты вот прям как все осетин делаешь, знаешь, вот. Я бразилец. Тогда я испанка. Да. Вот, ну и раскладываем. Раскладываем пироги наши, пожалуйста. Это мне? Это пусть вам будет. Посмотрите, какая красота получилась. Ну, теперь, пожалуйста, откусите и скажите мне ваше мнение. Живой? Все хорошо? Сыро нормально, да? Приятного аппетита. Пусть все будет Вообще по благу. тема. Да? Вообще тема. Спасибо. Я тоже же как бы за внешним видом слежу. Да. Стараюсь как бы Ну, это. Ну, иногда можно. Но поэтому- такую вкусноту. Я думаю, что ну, теперь ты понимаешь меня и вот эту силу воли, которую я прокачала, находясь в регионе, ну, мне кажется, с одной из самой вкусной выпечкой. Удалось еще и... Да, действительно, Посидеть. очень вкусно. Эмилия, спасибо Да. тебе большое. Я очень рад тебя видеть в нашей Взаимно, передаче. Так взаимно. давно не виделись, да, и тем более так вкусное блюдо, да, тем более национальное. Еще раз спасибо. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Сейчас это будет долгий тост кавказский, да? Да. Шучу. Нет. Я хотела бы пожелать, чтобы
каждый человек, каждый житель нашей республики ценил каждый день своей жизни. К этому мнению философии, наверное, пришла после того, когда мы всей страной и всем миром испытали, что такое ковид, что такое пандемия, когда абсолютно ты не знаешь, что будет завтра. И вот в тот момент я поняла, что отныне я радуюсь еще больше каждому дню. И я желаю всем только добрых новостей, здоровья и семейного благополучия. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Эмилия Алиева, журналистка, автор редакции «Искусство слова». Да, Эмилия, еще раз тебе большое спасибо. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто и вкусно. А я уже я очень много.